Так, у нас поэт-композитор из Якутии, мы с ним давно знакомы. А сегодня такой день еще. Я в Италии представлю тебе. Это очень знаменитый поэт из Бурятии, народный поэт Бурятии, Аир Дугаров. Он известен не только в Бурятии, в Монголии, во всем мире, можно сказать. Его очень много читают и переводили в многих странах. Особенно меня, знаете, в Италии, когда он читает свои стихотворения сам, а вообще зрители замирают. И поэтому сегодня мы за чаем здесь сидим. Я думаю, что вы познакомитесь как поэты, композиторы, и вообще мы здесь являемся людьми искусства. И друг другу что рассказать, и прошу тебя, Аир, прочитать нам свои стихотворения. Это просто, я хочу шокировать его. Ну, это, наверное, и это, поскольку у него такой интернет, он ставит это, он очень любит, и потом, я думаю, что не только для нас эта запись, и будет там смотреть народ Якутии, и не только народ Якутии, вообще широко будет смотреть на это. Ну, спасибо, Дашлимаха. Мы здесь сидим в такой дружественной обстановке в столице Кыргызстана, в славном городе Бишкеке, по знаменательному случаю, поскольку здесь проходит 7-я конференция по тенгрянству. Наши предки были тенгрянцами, это нас сближает, наша история и прошлое нас сближает и обнадеживает наше будущее. Поэтому я хотел в связи с этим все-таки начать со стихов, связанным с нашей историей, с вечным синим небом Тенгри. И начну, пожалуй, со стихотворения из цикла «Протяжные гимны», который называется стихотворение «Тангра». Это, вы знаете, тангра — это общее тюрко-монгольское слово, оно, правда, в национальных языках немножко по-разному звучит. Например, тангра — это по-болгарски, танкара по-якутски, да, потом по-монгольски, по-бурятски это тенгри. Ну и там, в принципе, это общее, единое, понятное для нас с древних времен слово. Тангра. А это стихотворение, кстати, я написал в Болгарии в 1989 году. И когда вот ездил к Мадрскому всаднику, у меня вот как-то озарило, и такие стихи сложились. И главное, эти стихи написаны по принципу нашего тюрко-монгольского стихосложения, начальный рифм. Монгольский это толга холбаха, то есть соединение начала или голов. Здесь как бы традиционный русский или европейский рифм как бы отсутствует. Она заменяет, вот в якутском языке стихи тоже самое, начальный рифм, правильно? Да. Конечно, рифм как такового нет. Болгария, это очень интересно. А вы знакомы, да, с Петкой? Я только вот познакомился. Вот сегодня, когда меня познакомил, когда меня вдруг познакомил, это Ефрат. Вот. Когда вы выходили оттуда, из садика, благоухающего розами. Тангра. Топот оседланных бурь проносился по желтым степям от Саяна до Дуная. Ток бесконечных племен, утверждавших Евразию как проединство народов. Тангра ведет мое сердце и племя мое от полыни к бессмертию. Так начинала Спарух свое слово на пыльных путях, обретая отчизну. Тысячелетие кружилась к кириллице песнь, осветившая духа начала. Тень полумесяца на византийских руинах и колокол поздний славянства. Тайным послом отшумевших времен я пришел к тебе, мадрский всадник. Тангра,
возвал к небесам я, и в розе полуденной запах услышал полыни. Можно вас так? Спасибо. Ну, какое впечатление вот Да. на выгляд? У него и читает, у него и динамика есть, ну и содержание. Тоже музыка входит тебе в Да, да, голову. да, да. Можно второй еще? Вот тогда вот из этого же цикла, там заметили, что это Ага. совмещается Да, с гигзаметром, да. да, по ритму греческим, древнегреческим. И вот, ну, из этого же цикла Азия, из цикла протяжные гимны. Аз на монгольском наречии удачи и счастья, да именно счастье. Азия, лани твои торопили мое на земле появление. Азбука вечных письмен, проступавших на пальмовых листьях и скалах. Азимут веры, искавший в пустыне опору, и храмы в душе воздвигавшей. Аллангуа и сияние лунных лучей, сотворявшее всадников грозных, аллою пылью клубились просторы, и лотос в уставшей пыли распускался. Айсберги гор вырастали из бездны песчинок, спрессованных жизнью и смертью. Азия, твой караван так велик, что отыщется след мой едва ли. Вот видите. Это, хотя это он читает на русском, а слышится, как будто он на монгольском читает. Потому что аллитерации, там, начальные буквы, все, это мы рифмируем монгольские стихи. Да, ну, на монгольском то же самое. Это по-монгольски по-русски пишет, или по-русски по-монгольски. Точнее, Всё это у него. получается интонация это бурятская, монгольская, что ли? Нет, я о интонациях не говорю, просто И форма стихосложения. форму сама. стихосложения. Она же тюрко-монгольская, начальная рифма, она придает как раз вот колорит. И у вас есть мелодия, вот как Да, вы мелодия читаете. это как-то он читает, Да, я и имею там, в виду, да. Степная какая-то мелодия. Вот. Ну, может быть, ну, почему называется мой цикл «Протяжные гимны»? Это протяжные песни. Вот у монгольского народа есть Уртынду. уртынду, да, протяжные песни, долгие или протяжные песни. Они как бы тоже по своему вот напеву, мелодии, интонации как бы оттуда исходят. То есть, ну, Протяжная песня. У нас это диаго называется. почему называется протяжный гимн? И, кстати, гигзаметр, и особенно начальный гигзаметр этому способствует. Гигзаметр это же эпический размер, правда? Гигзаметр. Баир, давай еще стихи, если можно. Ну, Бог любит Троицу, тогда еще я одну прочитаю, одно стихотворение прочитаю из этого же цикла Да. «Протяжные гимны». Ну, раз я вспомнил Грецию, гигзаметр, то я, наверное, прочитаю, отдам дань памяти и уважения к родине, прародине европейской цивилизации, Греции, и их великим сказителям, начиная с Гомера, Гесиода. И вот так и называется стихотворение «Троя». Троя мне снова приснилась, такое наснилось мне в детстве когда-то. Тога тумана скрывала чертог уходящего в вечность прямо. Трон Илеона и Гектора труп, и вседженская скорбь Андромахи траурно мир осенила, веселье, увы, не нарушив богов олимпийских. 30 веков пронеслось над планетой, как стадо безумных кентавров. Трижды с запоем читал Илиаду, и трижды на миг становился бессмертным. Тени великих смущают мой дух, и в бессилии опять опускаются руки. Трепетно слушаю степь, и гомеры степные глядят на меня сукоризной. О,
Опять аплодисменты. Опять рукопожатие. Спасибо, Баир. У нас в Италии тоже, когда он-то рок-музыкант, когда он читает, когда он входит в музыку, то же самое, хотя в другой форме, он входит в экстаз, когда играет. А когда ты читаешь, тоже слушаешь, и ты весь в своих произведениях, стихотворениях. Это прекрасно. А ты над чем сейчас работаешь последний? Ну вот у меня вот, в 2017 году вышел целых 3 сборника. Вот, один из них московский, тенгрианские песни. Второй сборник у меня вышел в Улан-Удэ, называется «Сага Сансары». И третий сборник вышел в Калмыкии. Там мои коллеги, братья по истории, духу Калмыкии, да, они вот Дени Эльдышев, он был там переводчик главный, они издали мою книгу с переводом на калмыцкий язык. Это называется «Монгольджин». Это по названию местности, где я родился, в Бакинском районе, Стоянок, Восточный Стоянок. Там есть такое красивая степь, такая очень похожа, как кусочек великой степи. Называется Монгольджин. Ну, вот, видимо, связано с древней историей. Что-то такое было. Рыганакун, может быть, ну, трудно сказать. Ну, может быть. Такие названия случайно не появляются. Вот. И вот, а сейчас я продолжаю, конечно, работать. Ну, стихи как бы меня не покидают, хотя года к суровой прозе клонит, но Дасим Аха мне говорит, надо тебе переходить на прозу. Я говорю, как-то пока еще это пишется стихами, но почему, когда пишется стихами, это тоже, это о чем говорит? О том, что еще состояние есть. Тенгри мне еще благословляет стихи. Поскольку вы оба очень хорошо меня знаете, но я думаю, что Виталий тебе представить себе. Сейчас только мы познакомились, поэтому какие у тебя тоже, над чем ты работаешь, кроме директора Ломхо театра. Да, я работаю директором театра Ломхо уже 13-й год. Ну, поэзией я занимаюсь вообще-то с детства. В 1978 году я сочинил песню, которую сейчас «Моя пути моя» поет. Все эту песню знают. Это, как сказать, гимн любви, что ли. Когда-то 27-8 лет тому назад мы первый клип сняли. Поэтому у меня сколько там, 7 книг поэзии, а вообще-то 17 книг и музыкальные, с нотами. 3 моих стихов перевела Тамара Ивановна Петрова. С якутского. Ты же пишешь на родном языке, на якутском. На русский, да. И в этом году вот Афарину я наоборот перевел. Может быть, я подарю книгу тогда, вот свою вот, которую я взял. В отличие от нас, он-то на своем стихотворении сочиняет музыку и сам исполняет. А книга у него в такой форме, что там и ноты, там и все. Поэтому тоже. Ну вот эту книгу, которую я в руках держу, вот она называется «Тенгрианские песни». А вот это вертикальное письмо, старомонгольское письмо, да? Да. Вот. Ну, здесь моя фамилия Баир Дугаров, а здесь написано Тенгрин, Шутуген Дум, Дагум, по-старомонгольски, а ну, по-русски получается «Тенгрианские песни». Вот. Ну, поэтому хочу, поскольку собрат по перу и по духу Виталий, хочу эту книгу с таким символическим названием на конференции, посвященной тенгрианству, да, тенгрианские песни подарить, да? Вот, и с такой надписью небольшой, да, Виталию Власову, собрату по духу и перу, кочевнику от кочевника. Охо. Спасибо. Вот видите здесь. Ну ладно. Так что у нас чай
Поэтический чай. Чай, да? Получается, А Яшнява, у вас Это- как дела? Ну, я немножко тоже тогда расскажу Да. о моем последнем романе. Вы оба услышали, что называется «Большая судьба». А там я охватываю во временных и в пространствах. Очень большое пространство занимает от севера Якутии до Тибета. Если вперед, и это уже 300-400 лет. Эти двойные линии там идет, поэтому я надеюсь, что книга будет когда-то, надеюсь, что будет на русском, тогда вы будете читать. Но Баиру это доступно читать на английском, так что друг Виталий, наверное, ждете, пока эта книга будет на русском, или сразу на якутский кто-то вряд ли переводит. Так что я тоже не сложу руки, работаю между делами. Так что мы очень рады, что каждый из нас там занят творчеством. И сидящий с таким большим великим мастером поэтических слов. Вы видите, как он, это, как большой мастер, технический, в форме, в содержании, все это. А если любой, возьми любого поэта, не может так. Так что очень я рад, например, что познакомил и вас, и рад, мы пьем такой чай, пирог будто бы. Все это чай, стихотворение, пирог и стихотворение. Все мы сидящие поэты. Так что спасибо. Ладно, большое спасибо. Может быть, я все-таки прочитаю, да, по занавесу одно стихотворение, которое перекликается вот, опять вот, с нашей темой общей, да, вот, Давайте. называется стихотворение «Тенгрианские станции». О, это да. Здорово. «Тенгрианские станции». Я, правда, его давно не читал, но постараюсь вспомнить по ходу. Так, «Тенгрианские станции». Перелетные птицы летят в пути, не сбиваясь в туманах. Камень, брошенный в воду, на воде оставляет круги. Где бы ни были, в каких бы жили веках и странах, круг един человеческой нежности и тоски. Пролетают столетия, сменяют друг друга боги, степи стелятся войлоком, горы встают на дыбы. Где б ни встретились мы, по какой бы ни шли дороги, круг един человеческой радости и судьбы. Эхо вечного синего неба хранят громовые сутры. В каждой капле дождинки материнская есть слеза. Как не мчались бы в бездну со скоростью света минуты, круг един, обнимающий землю и небеса. Сон о грозных потомках снится в небесных горах волчицы, по каскадам хангайских ветвей стекает к корням синева. Кем бы ни был ты, человеком, луговым цветком или птицей, круг един существующих форм естества. Вырезает поэт послание векам на холодном камне. Дух стремится к созвездиям, письмена остаются с людьми. Что бы ты ни творил в безумном соавторстве с облаками, круг един
человеческой. Что бы ты ни творил в безумном соавторстве с облаками, круг един человеческой ненависти и любви. Поднимаю я к небу глаза, а в ответ оно молнии брыжет. Опускаю глаза, твердь земная у меня под ногами горит. Кем бы ни был, богами или дьяволом, узор твоей жизни вышит. Круг един человеческой песни со смехом и плачем навзрыд. Я улыбкой мгновений сотворен в этой жизни для встречи с тобою. Ты былинка моя и богиня, обретшего плоть миража. Сколько б ни умирал я, но вновь воскрешаюсь любовью. Круг един человеческой сути, пока мир обнимает душа. Спасибо. Баев Дугаров, народный писатель Бурятии, член Союза писателей России. 68 лет, да? Чуть больше. 69. Плюс. Моему другу Тошняму, нашему другу 79, 8, не 59 или 60. Ну вот так получается. Ага. Представители разного поколения, но поколение представители одного единого мира. Вот Я хорошо читаю. сильного неба. Стихи сильные. Ну, спасибо вам, друзья Спасибо. мои. Ага. Спасибо. За знакомство. Все. Очень так. Круг един человеческой воли, человеческой радости и судьбы. Бурят, монгол, саха. 3 писателя. Спасибо всем. Уруй Айхал. Айхал. Все.